Жители Гбао жалуются на давление. Очередной таджикский активист лишился российского гражданства. Токаев озаботился нищетой в Казахстане. Две преподавательницы из Рошткалинского района Гбао обратились к СМИ с заявлением о том, что органы внутренних дел заставили их выступить по местному телевидению, угрожая возбуждением уголовных дел. Преподаватели школы номер 6 поселка Шикуш Наргиз Джонмирзоева и Азиза Карачабекова рассказали, что их вызвали в ОМВД Гбао и принудили выступить по местному телевидению с осуждением прошедших в Хароге митингов, а также назвать некоторых людей преступниками. Нас вызвали туда, чтобы мы дали характеристику одному из наших преподавателей. Но когда мы пришли, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Майсара Азизбекова и некий Шуймардонов стали оказывать на нас давление и заставлять зачитывать их текст перед камерами. В этом тексте митингующих и некоторых других называют преступниками, но мы отказались это делать. Тогда нам сказали, что в отношении нас заведут административное дело, и тогда у нас будет судимость, могут урезать зарплату. Давление было очень сильным. Мы вынуждены были согласиться, лишь бы поскорее оттуда уйти, говорят Джонмирзоева и Карачабекова в своем письме. По их словам, несмотря на то, что они зачитали только ту часть, которая касалась ответственности родителей за воспитание детей, родные и односельчане осудили женщин за этот поступок. Многократные обращения на телевидение и в различные органы власти с требованием приостановить показ их выступлений не дали никаких результатов, что и заставило их обратиться к СМИ. Мы хотим донести до народа, что это не было нашей личной инициативой, отмечают женщины. Напомним, в ноябре прошлого года силовиками был убит местный житель Гульбиддин Зиебеков, что привело к стихийным протестам бадахшанцев с требованием объективного расследования и наказания виновных. В ответ таджикский режим развернул целую кампанию с использованием СМИ для очернения митингующих. 6 активистов из числа группы 44, состоящей из местных жителей и созданной для расследования ноябрьских событий, отказались от сотрудничества с властями, пока их требования не будут выполнены. По их словам, они не удовлетворены этим сотрудничеством, когда никто не расследует обстоятельства гибели и ранения мирных жителей, а вместо этого власть откровенно мстит населению, начав привлекать людей к ответственности по любому поводу. Если брать в целом, нет никакого разбирательства, есть только давление и обвинение народа. За срубленное дерево могут посадить, а то, что люди погибли, никто в этом разбираться не хочет. Мы не будем больше работать в таком виде. Либо наказывать всех виновных, либо мы совсем не будем сотрудничать, сообщил Худжамри Пирмамадов, пресс-секретарь группы 44. Саратовский кассационный суд 13 января подтвердил решение Саратовского паспортного стола о лишении 58-летнего таджикского активиста Кадама Исматова российского гражданства. Об этом сообщает портал Бамдод. Кадам Исматов в интервью Бамдоду назвал решение суда неправосудным. 13 января 2022 года Кассационный суд в Саратове рассмотрел это дело, но, несмотря на все приведенные нами доводы, объявил мое гражданство незаконным, якобы я представил неправдивую информацию при получении гражданства. У них нет никаких доказательств, а если есть какие-либо доводы, то ошибка произошла по вине ответственных лиц, а не меня. К сожалению, они не учли все тонкости дела и приняли одностороннее решение. Все началось с того, что Кадам Исматов, который еще в 2005 году получил российское гражданство, в начале 2021 года зашел в местное ГИБДД менять водительские права. Проверив его документы по своей базе данных, сотрудники ГИБДД попросили Исматова поехать в ГУВД Саратовской области. Там он узнал, что еще с 24 ноября 2016 года находится в международном розыске по запросу властей Таджикистана, где против него возбудили уголовное дело по 6 статьям УК РТ. 187, 189, 307, 307.1, 307.2, 307.3, то есть стандартный набор статей для оппозиционера. Исматов является активным пользователем Facebook. Он активно критикует таджикское правительство и высказывает свое мнение по актуальным вопросам.
Отметим, что практика лишения активистов из Таджикистана российского гражданства стала повседневной практикой для властей России. Так, например, в 2017 году Каромат Шарипов, а в 2021 году Иззат Омон были лишены гражданства и депортированы в Таджикистан. Последний по сфабрикованному уголовному делу был приговорен к 9 годам лишения свободы. Сегодня, чтобы спокойно. 21 января на совещании с бизнесменами президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане существует олигополия – колоссальная концентрация бизнеса в одних руках. При этом способные предприниматели лишаются доступа к ресурсам. Об этом передает Казтаг. Олигополия – это постоянное стремление к диверсификации бизнеса в одних руках, но не к диверсификации экономики страны. То есть один и тот же человек или одна и та же компания и добывает, и перерабатывает, и оперирует банками, и осуществляет кучу других бизнесов, а остальные на подхвате. Им как бы с барского стола. Люди задаются вопросом, почему все виды бизнеса оказались в одних руках? Чем мы хуже? Есть люди, которые путают Гегеля с Бабелем, не имеют специального образования, но у них огромное количество бизнесов в одних руках. А в то же время люди образованные, окончившие специальные курсы, никак не могут пробиться к источникам бизнеса, кредитным ресурсам и прочее. Со слов президента, это порождает депрессию, неверие в общество, неверие в справедливость, со всеми вытекающими отсюда социально-политическими последствиями. Он также отметил тему социального неравенства, которая, с его слов, стала причиной январских событий в стране. Разрыв между богатыми и бедными попросту достиг недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, предпринимателям это явление действительно хорошо известно. Такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними заговорщики. Примечательно, что Токаев, находясь у власти с 2019 года, только сейчас заговорил об этом. После жестокого подавления протестов президент заявил о принятии ряда решений, направленных на лишение влияния Назарбаева и его клана как в политике, так и в экономике страны. Так, например, Мажилис Казахстана принял поправки об отмене пожизненного председательства бывшего президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана, АНК, и Совете безопасности республики. Также решением правительства была приостановлена деятельность, связанного с Алией Назарбаевой, ТОО «Оператор РОП», взимавшего утилизационный сбор с производителей. Вместо этого президент приказал создать фонд народу Казахстана, который будет пополняться за счет взносов монополий крупного бизнеса. Кроме того, он отдельно отметил роль Назарбаева в появлении в стране прослойки богатых по международным меркам людей. Должны стать честные конкуренты. Эксперт отмечает, что таким образом Токаев предпринимает попытки по возврату утраченного народного доверия, особенно после того, как он отдал приказ стрелять в протестующих на поражение и пригласил иностранных интервентов для усмирения народа. Аналитики ожидают, что в ближайшее время он будет объявлять реформы во многих сферах, причем популистского характера. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе.